С 1 сентября учителя абхазского и русского языка, а также классные руководители будут получать дополнительные выплаты. Решение принято Кабмином по инициативе президента и Министерства просвещения. Доплата составит 6 тысяч рублей преподавателям абхазского языка и литературы и 5 тысяч рублей учителям русского языка. За классное руководство педагогам будут выплачивать 1800 рублей ежемесячно. Только что мы с вами приняли решение по поддержке учителям абхазского языка и литературы. Это источники нашей республики. В отношении рассматриваемого русского языка и литературы дополнительно Российской Федерации оказана финансовая помощь на эти цели и тоже будет применяться, начиная с 1 сентября текущего года, то есть с начала учебного года. Педагогических работников госучреждений, выполняющих функции классного руководителя, был у нас установлен в 2013 году в размере 800 рублей. Сегодня мы с вами рассматриваем проект постановления, увеличивающий этот размер, также с 1 сентября текущего года, с нового учебного года, еще на 1000 рублей во всех образовательных школах Республики Абхазия. Я полагаю, что это тоже хорошая, приятная новость будет для наших учителей, педагогов. Не менее актуальной темой заседания стало продление временных мер по регулированию топливного рынка. Их действие продлится до августа 2026 года. Устанавливаются предельные надбавки, которые определяют конечную стоимость при оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, действующие на протяжении последних 1,5 лет. Также установлен механизм, который обязывает импортеров нефтепродуктов осуществлять в объеме 40% от ежемесячного ввоза нефтепродуктов в реализацию другим участникам топливного рынка. Эти меры принимались ранее правительством с учетом складывающейся ситуации как на внутреннем рынке, так и под влиянием внешних факторов, которые обусловили принятие таких мер регулирования топливного рынка. В данной ситуации мы проработали это со всеми заинтересованными ведомствами, а также с участниками топливного рынка, обсудили те предложения, которые у них были, пришли к мнению, что данный механизм необходимо продлить еще в связи с нестабильной ситуацией в целом на топливном рынке за рубежом. Премьер-министр отметил необходимость постоянного мониторинга ситуации в отрасли и своевременного реагирования на изменения. Постоянно нужно эту ситуацию держать на контроле, мониторить. У нас уже логистические цепочки несколько изменились, другие обстоятельства, которые влияют на цену товара в Республике Абхазия. Очень внимательно за этим следить. Мы дали большой порог, сейчас 31 августа 2026 года, но при всем том, это нельзя просто взять и отложить, надо постоянно осуществлять мониторинг этого ценообразования, соответственно, и уровня наценки, чтобы у нас не получилось так, что вот оно действует там до 31 августа 2026 года, и мы ничего не должны делать. И менять можно, и вносить изменения можно при объективных условиях. Также Кабмин рассмотрел ситуацию с нехваткой топлива на некоторых АЗС страны и обсудил меры по контролю поставок. Поставки топлива в Республику Абхазия уже оплачены, да? Оплачены. У нас уже есть информация, что топливо будет поставляться в том режиме, в котором и ранее достигнута договоренность. На самом деле, Беслан Сеевич, совершенно правильно вы обращаете внимание, на некоторых автозаправочных станциях перебои с поставкой, но вот это связано непосредственно с логистикой, и еще лето. Все топливо у нас доставляется железнодорожным транспортом, но, соответственно, приоритет в логистике тоже существует, где пассажирские поезда там, соответственно, перенаправляют пути. Видим, смотрим за этим вот, и осуществляем контроль. Поэтому полагаем, что коллапса точно не будет, и мы его не допустим. Также я бы хотел добавить, Владимир Валерьевич, что в принципе все лето ситуация с топливными поставками была непростая. Вы знаете, мы информировали вас, мы с российскими коллегами всегда отрабатывали, и того, что просто не было информационного реагирования ранее на это
не означает, что в июне не было проблем с топливными доставками. Были, но отрабатывали. Просто сейчас несколько факторов усложнились. Поэтому надеемся, что те объемы, которые уже оплачены абхазскими компаниями, которые находятся в пути не так далеко, зайдут максимально быстро. А также те объемы, которые сейчас отгружаются, тоже уже оплачены, тоже последуют. Кабмин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о режиме торговли товарами. Соглашение предусматривает, что на ряд товаров при ввозе с территории Абхазии и Южной Осетии не будут взиматься таможенные пошлины и аналогичные налоги. Конкретные перечни товаров будут определены отдельными протоколами. Аналогичное соглашение у Республики Абхазия подписано с Российской Федерацией в 2012 году. Одной из ключевых особенностей таких соглашений является освобождение от уплаты таможенных пошлин. В отдельных случаях при вывозе товара с территории одной страны на территорию другой страны, в отдельных случаях при ввозе. В нашем случае в соглашении между правительствами Республики Абхазия и Республикой Южная Осетия речь идет об освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин. То есть, если товар, произведенный на территории Республики Абхазия, будет экспортироваться в Республику Южная Осетия, для этого товара в смысле таможенных пошлин рынок будет настолько же открыт, как и внутренний рынок Республики Абхазия. А это соглашение призвано увеличить товарооборот между нашими республиками. До настоящего времени ежегодный товарооборот, если не считать транспортные средства, которые не производятся в Республике Южная Осетия, но экспортируются из Южной Осетии в Абхазию. Вот, за исключением этой позиции, объем товарооборота составляет немногим менее 1 миллиона рублей в год. Министерство юстиции получило новый официальный символ – геральдический знак службы судебных исполнителей. Утверждены цены на посещение Сухумской крепости. Для граждан Абхазии, ветеранов Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии вход бесплатный. Взрослым гостям республики билет будет стоить 200 рублей. Детям до 12 лет бесплатно. В рамках дополнительной повестки министр сельского хозяйства Беслан Джопла представил итоговый отчет программы развития отрасли. С 2021 года на программу было выделено 450 миллионов рублей. В 2024 году 150 миллионов. Освоено из них 147. На сегодняшний день, вот говоря уже конкретно о 2024 году, из 150 миллионов было освоено 147,9 миллионов. Но та небольшая сумма, которая осталась, просто фактически мы не успели как бы получить средства. Но те программы, которые были за эти средства, мы перевели за счет 2025 года, и в этом году как бы долг мы уже оплатили и помогли, имеем в виду, приобрели для этих людей, участников этой программы. Многие у нас по многим критериям по программе проходят не очередь, это социально уязвимые семьи, многодетные семьи, инвалиды войны, а все остальные, они в общем порядке по мере подачи заявления, и те, которые недовольство люди выражают, не смогли как бы объяснить, что ситуация, средств на все это не хватает, и они будут освоены в следующем году. И вот, в принципе, люди терпеливо ждут. Я это к чему говорю, это проект необходимо продолжать, и он имеет хороший результат. Учитывая высокую заинтересованность, потребность, вовлеченность наших крестьян, наших граждан в реализацию этой программы, спрос постоянно растет. Постоянно растет, причем он там активно, в разы стал повышаться интерес к этой программе. И по предложению Министерства сельского хозяйства мы на 2026 год предусмотрим увеличение объема финансирования на эту программу со 150 до 250 миллионов рублей. Тоже, на наш взгляд, это мера, которая позволит поддержать, еще раз повторюсь, наших граждан, ну и, соответственно, получить ожидаемый результат. Не остались без внимания и последствия сильного ливня, прошедшего утром 21 августа. В результате непогоды повреждены кровли домов в Гагарском и Кудоутском районах, в Сухуми временно нарушалась подача воды, в Ачимчирском и Гагарском районах упавшие деревья повредили линии электропередачи. На местах работают аварийные службы. Все коммунальные службы, все непосредственно уполномоченные органы задействованы в этом смысле.
Поэтому еще раз повторюсь, Лев Константинович, информация у вас тоже наверняка есть. Вы обязательно следите за состоянием дел, чтобы мы сразу мгновенно реагировали, потому что стихии нам очень-очень мешают. К сожалению, это непредсказуемо все и не должно быть, как говорится, для нас, как случилось, и мы не можем реагировать. Обязательно будем реагировать на ликвидации последствий, на предупреждение в том числе. Поэтому по сегодняшнему дню это так, обошлось. Да, обошлось, и слава Богу. Не остались без внимания и последствия сильного ливня, прошедшего утром 21 августа. В результате непогоды повреждены кровли домов в Гагарском и Кудоутском районах, в Сухуми временно нарушалась подача воды, в Ачимчирском и Гагарском районах упавшие деревья повредили линии электропередачи. На местах работают аварийные службы. Все коммунальные службы, все непосредственно уполномоченные органы задействованы в этом смысле. Лев Константинович, информация у вас тоже наверняка есть. Вы обязательно следите за состоянием дел, чтобы мы сразу мгновенно реагировали, потому что стихии нам очень-очень мешают. К сожалению, это непредсказуемо все и не должно быть, как говорится, для нас, как случилось, и мы не можем реагировать. Обязательно будем реагировать на ликвидации последствий, на предупреждение в том числе. На заседании также обсудили ряд имущественных и административных вопросов. Среди них регулирование представительства Кабинета министров в судах через уполномоченных лиц, уточнение порядка передачи и разграничения государственной собственности, а также предоставление лицензий на добычу инертных материалов и использование земельных участков. Все решения направлены на упорядочение процедур и контроль за соблюдением законодательства в этих сферах. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.